В физкультурно-оздоровительном комплексе Карабулака кипит жизнь. Ежедневно здесь проходят тренировки по вольной борьбе. Спортсмены разных возрастов упорно оттачивают технику, силу и ловкость, готовясь к новым победам. И в любом серьезном деле все начинается с основ. Каждая тренировка с энергичной и сосредоточенной разминки, которая задает тон всей работе. 45-50 минут нужно разогреваться, чтобы не было травм. Отработка, сегодня, например, спарринг, схватка. Вот. А так, каждый день они тренируются. В субботу на стадионе бег там, постарше который. Вот. В четверг игровой день, все остальные дни уже тренировка. Как сегодня развивается вольная борьба в этом городе и каких высот добились наши спортсмены, рассказал тренер с многолетним опытом работы Асхаб Гетагазов. Эта школа, примерно, она работает здесь уже давно, лет 15. Вот. Работает давно. Поколение уже кто куда ушел, кандидаты мастера спорта. Разный уровень, кто в бизнес ушел. Но отсюда вышло очень много воспитанников. Наши спортсмены не знают компромиссов. Они берут медаль на самых престижных соревнованиях и снова поднимают флаг нашей республики на высшую степень пьедестала. Здесь есть призеры международного турнира. Вот сейчас был недавно, неделю назад в Грозном. В зале Сайтиева был турнир. У нас стало 3 призера. 2 третьих, 1 второй. Ну, это 900 участников было. Это очень большой турнир был. Казахстан, Грузия, Киргизия, Кабардино-Балкария, Дагестан. Короче, очень много республик участвовало в этом турнире. Мощный, 2 дня был турнир, мощный турнир. Вот. У нас стало 3 призера. Сколько воспитанников там было? Участвовали? Участвовало где-то 12-15 человек. Мощный турнир. Мы их все равно возим, обкатываем, какие бы мощные не были соревнования. Раньше в физкультурно-оздоровительных комплексах выбор был невелик. 1-2 секции. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Здесь, значит, бокс, дзюдо, плавательный бассейн, плавание, борьба. 4-5 видов здесь. Мы задали вопрос тренеру Асхабу Гетагазу, в чем разница между вольной и греко-римской борьбой. В вольной борьбе можно проходить ноги, полностью задействовано все. Греко-римской до пояса. Там за ногу нельзя было проходить, ногу нельзя, за ноги хватать нельзя. Вот это разница, а там в основном борьба на руках. Многие родители сегодня боятся отдать ребенка в секцию. Страх травм, нагрузок, неудач. Но это лишает детей большего характера, побед и будущих высот. В любом виде спорта бывает травма. Борьба, единоборство, мои. Вот. Здесь бывает, конечно, травмы. И дзюдо бывает. В любом виде. Вот. Если там, например, как у Альберта, то он приходит, видишь, делает разминку, у него палец сломан. Он в центре событий здесь работает. И в каком возрасте лучше отдавать в эту секцию? Ну, лучше, конечно, с 7-8 лет. Он привыкает уже вместе с взрослыми, привыкает уже, основное он уже понимает, как разогреваться, тренировки, движения там. Кахиги, бахмасан. А кахиги, результат будет. Здесь куют чемпионов, и это заслуга тренерского состава. Ну, значит, здесь Магомед Асканов, Ахмед Барзиев и я, Гетагазов. Мы вместе здесь работаем. Вот. Тренера
Вы сами видите, с 6:30 до 9:30, иногда даже до 10 здесь работаем, в этом зале. Ну, будет перспектива у детей, будет результат. Тренер проводит уникальный мастер-класс. Он не просто показывает приемы, а подробно разбирает каждое движение рук и ног на своих воспитанниках. Нырок мы будем делать. Нырок. Стойка, а вот он. Ажу. Вот он, да? Вот отсюда. Руку поднимаешь, отвелась. Руку поднимаешь, отсюда делаешь шаг туда, вот отсюда. Хорошо. Шаг делаешь, один шаг. Вот отсюда. Понял? А ну ты. До конца курс дотобишь. Хорошо, поменялись. Вот так. Ага. А вы смотрите все. Вот так, до конца заходить за спину. До конца. Хорошо, хорошо. Давай теперь перевод. А вот он с переводом. Стоп, подожди. Алло. Атол куки. Вот отсюда, ясно? Куки атол сейчас. Вот отсюда. Тоже полностью заходи назад. Вот так. Поменялись. До конца. Стоп. Юные спортсмены горели желанием рассказать уникальную историю о первом шаге, о трудностях и триумфах, о главных достижениях и о том, какие вершины они покоряют в будущем. Первый тренер Куштов Руслан Магомедович, он очень хороший. Дик херца, сингер, дик приемыш, она сингер, нет омонуса. Та с Троицкий вяч, в школе це пробуем школе, ирен школе хиш. Та сер, он скорблак хечетес. Скорблак, тренер дик бы. Дик хахих тоже. И док махтик же укол царка. Я разный сын наш школ. И док возможность его хочется, да. Все. اگر هن تا خوزا خسرنا ما اسمه وقا خنا Санкт-Петербург. Цик второй раз сказали, первый, второй раз. كان كشدك بي أختي Дикбы. Дик кайкыш бы нокости дикбы. Чуть высокость. Зама очень высокость. Тоже. Халбов пожалуйста. Зама очень высокость. Еще чуть высокость. Халат. سرنا ما شكو خير Ох, док нахнус. Грузия еще цнус. ملا موت كي جاكنا Це еще того же очень не довеснус. Вес значит помогать. А счет еще может точно догадаться. أنت أنت سرنا ما شلت لا خبيه كوت ولا خبيه كوت تقول شو بديس Погоди, стоп. Грузия хана тик первый арс. Ставрополь Котовяна тик первый раз. Дворец спорт тик ханут тига Котоварс персон. دوكا ملي وقت كوت أنا كنت ليش دوكا يا أخ Хобот бак. هم عندي دياش خبيتها Дед приемыч умяс. ليش وقتش ملخل يا خوا Тренер хоборс. أخ ترينر هو داتس إيش وسك ترينر هيأتو سباق شو الدرع وقوة بوخ وحشة تبولري. Такси ахкат хандер. تكسي سباق هقول Хобор. 14-летний Альберт Кантемир уже 5 лет посвятил вольной борьбе. Каждый день, приходя на тренировки, и оттачивает свое мастерство. Несмотря на возраст, больших побед в его активе немало. Для Альберта борьба – это не только медали, но и характер, дисциплина и воля. Его упорство и любовь к спорту заслуживает уважения. Много раз участвовал на СКФО, еще участвовал очень много раз на отборе СКФО, республика. какие места вы
второе занял. Там призер был несколько раз. В республике несколько раз призером стал. Какие у тебя планы? Ну, хочу стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Буду пока что стараться тренироваться. И в будущем, надеюсь, получится. А еще тренер говорил, что у вас сейчас должны быть соревнования. Да, сейчас надо ехать на Россию, получается, 8 числа. Надо ехать на чемпионат России. Вот. Буду, наверное, в 48, в весе 48, наверное, буду участвовать. Бороться надо. Готовься. Мы спросили у тренера о том, как должен выглядеть день профессионального спортсмена. Утром, в обед, вечером, 3 раза в день, в одно и то же время питание. И рацион питания стабильный. Утром, когда проснется, разминка, зарядка, занимается дома до учебы. Разминается, все, умывается, идет на учебу. После учебы приходит на тренировки, вот сюда, в зал. Вот у нас уже здесь, бывает до 9 часов, до 9:30. Уже потом уже идет уроки. Вот. 10 часов он должен уже спать. Никаких телефонов, вот, если не в пользу учебы. Особо вот питанием мы не придерживаемся. Все чисто домашнее. Домашний рацион. Это мясо, баранина. Все домашнее. Все домашнее. Сметана. Все домашнее. Мы химические препараты, вот это у нас нет. Есть тот, который сюда приходит, в зал, не все же будут чемпионами, чтобы они поддерживали дома отца, мать. Если он будет здоровый, он и по жизни пойдет нормально, вот, будет работать. Вот. Некоторые станут чемпионами, некоторые будут руководителями организации, бизнесу идут. Ну, по жизни им будет уже идти легче. Почему? Потому что это коллектив. Борцы, они дружат сильно между собой. Это остается на всю жизнь. А каким вообще должен быть спортсменом? Характер каким он должен быть у спортсмена? Ну, характер у людей каждый, даже если он, будь он не спортсмен, у всех людей разные характеры. Все люди разные. Одинаковых я даже в одной семье не видел. Вот. Меня спросить, самое главное, чтобы они были здоровы. Все, которые сюда приходят, это уже тренированные, здоровые ребята, которые в дальнейшем им будет легче и поступить, и учиться, и будь то, если они будут заканчивать колледж, работать, уже будет легче. Вот отсюда зажимайте руку, как обычно. Я на колени сяду, бросать не буду. Вот он руку закидывает,
Вот отсюда зажал, развернулся. Отсюда его бросаешь. Давай. 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 Сах слушай, потихоньку, Хаима, есть что. Сах дал, видишь, хамдат. Ну, кеками что-то. Ну, уж дух бакал, уж би. Ну, уж бы. 8. Бар ну уж лаха. Я фото уж умнер, хаду цун соревнования ками хацана. Ну, чахну, хают соревнования, мала мотки так нацат. Грозно хану, Мужичи хану. Кос хану. Кас-кас да хавот ходи. Коту ваш дали. Дал. Ищешь. Ну, кот себя, чего хочешь, горнучок даст. Латмак олд. А? Латмак олд. Соревнования, ты дал, ты главный. Ну, ищешь дать, и кот-то дать. Дал для других. Дас главный дал-тыр, да али. От кот его, фасхат, школ хавот. Игру хваза, фахам хату. А? Канат. канат хатуал шоса. Луги хатуал. Вахш мчауа. Карбон. Ян хаху вестис. Вахкал шмел халвал. Тренер халвал. Можно ли в 13 лет быть опытным борцом? Для Магомеда Куштова – да. 7-й год на ковре, десятки схваток и серьезные турниры за спиной. Как этот юный борец видит свой путь к вершинам вольной борьбы? На разных соревнованиях участвовать. Это международные, межрегиональные, всероссийские. В разных местах участвовал. За пределами России, в городах, в регионах России участвовал. В международном турнире Ахкая в Грузии, в Шишухал, летом. Халдарицик. А? Халдари, хал. Халдар, да, какие-то скорпиорс. Дахо, всероссийские, межрегиональные турниры, доктор спорта, анусов. Игру халах ита, мала соревнования жирм, фахам так доху. Игорь Халасов, это международном турнире, тига тренировок, пахать, подготовиться для кортуарс, халдарчо. А к соревнованиям хам готовится до жвиха. Пока яхтista, пока соревнования жахтся, но наверное скоро хамик. А футбол схожим войны, мало спортсмен ж болсун, мало достижений илни гиттаха. Спортсмен ждох болсун. В Ингушетии, за пределами Ингушетии, за пределами России спортсмен ж болсун. А пример для подражания отдохнуть, малыш был. Босар Сайтиев, Заур Угуев, братья Хадиевы тоже из Ингушетии. И еще много спортсменов. Да, ши перспектива диклад Волса, да, Эндлица, Йохкица, Европа, Хамех, Россия. Желаем нашим борцам вольного стиля и их наставникам железной воли, уверенности и ярких побед.